Здравствуйте! Открываем вечерний эфир телеканала «Осетия Руштон». Пора обсудить интересные факты, актуальные события и пообщаться с компетентными людьми в нашем эфире. И самое время представить ведущих сегодняшнего эфира. Это Алана Гадзацева и Дзара Сакараева. Дзар, согласись, в нашей студии всегда бывает жарко, и не только из-за каких-то горячих тем, но в первую очередь из-за работающих софитов. Да, но не сегодня. Сегодня кондиционеры простаивают. Да, ну все потому, что погода холодная. Знаешь, наверное, для работы это хорошо, в холоде голова лучше работает. Но совершенно не майская погода. И именно в этой связи с похолоданием отопление вновь включат в домах и соцобъектах. Соответствующее поручение Министерству жилищно-коммунального хозяйства дал глава республики Сергей Миняйло. Подача тепла продолжится до установления регламентных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон. Но метеорологи оптимизма нам не добавляют, и в ближайшие дни сохранится холодная и дождливая погода. Но, тем не менее, такая погода не останавливает гостей нашей республики. За одни только майские праздники Северную Осетию посетили около 60 тысяч туристов и визитеров, то есть тех, кто приехал буквально на один день без ночевки. А чем больше туристов, тем больше требуется компетентных и знающих гидов. А компетентные и знающие гиды нужны для чего? Для того, чтобы история не искажалась. Не искажалась, да. Ведь легенды и мифы – это хорошо, но только если они относятся к какому-то хрестоматийному фольклору, а не вот авторскому. И вот именно поэтому в республике для работы гидом-экскурсоводом теперь необходимо проходить специальную аттестацию. И на днях 69 гидов успешно с этой задачей справились. В Республиканском комитете по туризму еще 9 экскурсоводам вручили специальные карточки. Номер на бейджи позволит отследить работника в федеральном реестре и узнать о качестве его экскурсий. Ну а все детали узнаем у председателя комитета по туризму нашей республики. Суслан Кочев у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте, Суслан Сангелеевич. Скажите, пожалуйста, вот эта аттестация гидов, это уже далеко не первая аттестация, но все-таки хочется понять, вот на что она влияет и каким образом в ней принимают участие гиды. То есть гидов большое количество. Кто-то из них уже аттестован, кто-то еще нет. Как определить, кто аттестован, кто нет? В первую очередь, позвольте поблагодарить вас за очередную возможность поделиться информацией о ходе развития отрасли туризма в нашей республике. Возвращаясь к нашему вопросу по поводу аттестации гидов, хочется сказать, что мы действуем в рамках федерального закона 63-го об основах туристической деятельности, в которые были, соответственно, внесены изменения, которые требуют теперь от гидов-экскурсоводов и проходить аттестацию. На сегодняшний день аттестацию прошло 69 гидов, и до сих пор у нас возникают некоторые вопросы. Мы немножко лояльно относимся, но все-таки хочется предупредить и будущих гидов, которые будут у нас аттестоваться, что мы будем относиться к этому строже, потому что вы все-таки представляете наше лицо. Хочу также отметить, что на сегодняшний день около 500 потенциальных гидов-экскурсоводов прошли обучение. И мы в ближайшее время ожидаем еще поток аттестуемых. А что в себя включает аттестация? Аттестация включает в себя в первую очередь это знания о нашей республике, и географические, и исторические. Все складывается в рамках диалога, аттестационная комиссия, в которую входят и представители наших образовательных учреждений, и непосредственно сотрудники комитета, а также туристической отрасли. Они слушают так, как гид обычно рассказывает историю для наших гостей. С чего начинается, он выбирает один из туристических маршрутов и рассказывает о нем от начала до конца. Если у нас возникают вопросы по ходу аттестации, мы можем их задавать. А скажите, вот где проходят обучение гиды? Я знаю, что на базе СОГУ есть специальные курсы для гидов. А где еще можно подготовить кадров именно для этой отрасли? И есть категории людей, для которых не требуется прохождение обучения. Это, например, те люди, которые прошли и получили высшее образование по туристическому направлению, в рамках учебного плана которых были предусмотрены модули подготовки гидов и экскурсоводов. Это одна категория. Вторая категория – это граждане, которые работали гидами, экскурсоводами на протяжении 5 лет и могут их подтвердить, например, выпиской из трудовой книжки. И третье – это те, которые
на основе среднего и высшего образования уже идут учиться непосредственно и получают образование на площадке Северо-Российского государственного университета. Такие же программы предусмотрены и на федеральном уровне. Они могут проходить дистанционно. То есть здесь инструментов обучения очень много. А вот есть ли бюджетные программы среди тех образовательных программ, которые действуют? А насколько я знаю, наш комитет занятости предоставляет подобную услугу для людей, не работающих, которые у нас официально числятся безработными. Они могут пройти такую программу переподготовки. В прошлом году это было, не знаю сейчас, как там насчет финансирования, но такое направление тоже есть. Помимо знаний основных, таких хрестоматийных, что еще должен уметь знать гид? Самое важное — это быть доброжелательным, вежливым, уметь себя подавать. И это как раз-таки в рамках аттестации все бывает видно. Как К возрасту нет требований? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Так же, как и к образованию? Много. Образования нет. Образование, сказал, 3 направления, которые мы принимаем, да. Ну, а если, например, это человек ответил на все вопросы аттестации, у него углубленные знания во всех сферах, но не подходит вот его диплом вам? Нет. Мы сначала предварительно получаем пакет документов. Если, например, у вас не профильное образование, то вы как раз-таки проходите курсы. Они не очень длинные. Это непременное условие, да? Да. Либо образование, либо курсы. А вот все-таки сейчас очень большой спрос на гидов, экскурсоводов в республике. Часть из них работает, просто подавая объявления, часть через социальные сети и так далее. То есть люди находят, у них есть запрос, они находят человека, который готов оказать эту услугу. Но так как сейчас уже действуют изменения в законодательстве, каким образом будет вот этот процесс отслеживаться, кто работает, кто занят в этой сфере? Как раз-таки мы сейчас в процессе, потому что 63-й федеральный закон говорит о том, что органы исполнительной власти должны определить тот именно орган, у которого будут контрольно-надзорные функции за этой деятельностью. Мы уже предварительно знаем, какие будут санкции. Они пока еще официально не приняты, но предварительно могу сказать, что работу без аттестации для физического лица будет штраф в районе 5000 рублей, для должностного лица это 10 тысяч рублей, а для юридического лица 30 тысяч рублей штрафа. Пока мы в процессе определения, на какой орган возложить эти обязательства. Ну, вот сфера туризма, она требует ведь не только гидов, это очень обширный такой туристический кластер. Спасибо огромное за то, что вы сказали такие важные вещи. Извините, что перебил. На самом деле, если говорить реально о тех секторах экономики и направлениях, которые на сегодняшний день пополняют наш бюджет, это в первую очередь промышленность, сельское хозяйство, строительный комплекс, комплекс ЖКХ, дорожно-транспортное хозяйство и туризм. Туризм выступает как мультипликатор, который касается всех этих отраслей, и мы видим, насколько вырос интерес у наших предпринимателей, у внутренних инвесторов, которые хотят развивать именно туризм. И все показатели говорят о том, что этот тренд не будет меняться, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Мне интересно, есть же статистика, да, какая-то за последние месяцы. У тебя она была? Ну, я назвала, да, что за майские праздники порядка 60 тысяч гостей посетили нашу республику. Только Туристов за и майские. визитеров. Так, а как мы можем вне вот этих майских праздников привлечь этих туристов к нам в республику? Вы знаете, на самом деле с привлечением в Осетию туристов все нормально. Этот тренд сформировался среди российских граждан 100%. И этому немало способствует и культурные, спортивные мероприятия, которые проходят в нашей республике. Пробыли мы сейчас немножко в другом. Нам не хватает именно туристической инфраструктуры для того, чтобы на должном уровне принять этих гостей, чтобы они уехали отсюда в хорошем настроении. Могу привести данные, которые у нас есть по разработке мастер-плана «Солнечный пояс Алании». Они говорят о том, что 92% людей, которые приезжают в Осетию, порекомендуют своим родным и близким отдохнуть в Осетии. 68% говорят о том, что они с удовольствием вернутся в Осетию повторно. Для понимания, 30% возвратного туризма – это очень высокая цифра. У нас же эта цифра на 38 пунктов выше.
Цифры говорят сами за себя, и это не наши исследования. Вы сказали о том, чтобы остались довольны туристы. А что Конечно. сделать и было сделано для того, чтобы остались довольны местные жители? Потому что пару лет назад были какие-то претензии к тому, что туристы себя не очень грамотно вели, хотелось бы большего понимания от них на нашей Спасибо земле. большое за вопрос. В этой связи у нас на регулярной основе проходят и встречи с муниципальными образованиями. Основные 4 района. Это у нас посещение. Город, Алагирский район, Иравский район и пригородный район. Последняя встреча проходила в Алагирском районе как раз-таки о том, какие рекомендации мы можем давать нашим гостям для того, чтобы они чувствовали себя комфортно, и жители чувствовали себя комфортно. Но с увеличением туристического потока, к сожалению, такие моменты все равно будут появляться, потому что мы не можем нести гарантию того, что все 100% гостей, которые к нам приезжают, они будут все время прям следовать всему. Но мы будем стараться все вместе. Это все сотрудники отраслевые, это и работники комитета, наверное, и ательеры, и рестораторы, и все вместе. А вот вы сказали, что требуется развитие инфраструктуры. А какие именно направления, как вам кажется, больше всего требуют сейчас внимания в сфере туристической инфраструктуры? Это гостиницы, места размещения или что-то другое? Я бы сказал, что нужно работать именно в комплексе. Тут и гостиницы, и средства размещения, которые у нас увеличиваются прям семимильными шагами. Ни для кого не секрет, поезжайте в Кубань, поезжайте в Горную Санибу, в Егорское ущелье, и вы увидите, какое количество объектов размещения сейчас строится. И, конечно же, не хватает придорожного сервиса. Придорожный сервис, потому что треть наших туристов – это автомобильные туристы, которые перемещаются на своем автомобиле, поэтому для них очень важен придорожный сервис. А вот скажите, мы уже упоминали о том, что в прогрессии растет количество гостей, туристов. Ощутимо ли это, насколько это ощутимо пополнениями в республиканский бюджет? И спасибо, у нас и данные тоже есть. Мы проводили анализ 2020 года, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. Если к экономическим отраслям, отнесенным к туризму, это размещение, питание, в 2020 году во все уровни бюджета поступило порядка 87 миллионов рублей, то в 2023 году эта цифра составила 333 миллиона. То есть соответственно, здесь почти 3,6, почти четырехкратное увеличение. И это с учетом того, что ни для кого не секрет, что значимая часть туристической отрасли, к сожалению, находится в тени. И мы тоже будем двигаться в этом направлении для того, чтобы с помощью государственных инструментов поддержки создать такие условия, чтобы людям было самим выгодно и интересно выходить из тени, а не работать черно. Ну вот туризм, он меняет вообще саму структуру региона, экономику региона. Как вы видите, какая будет Осетия через, скажем, 5 лет вот такого активного развития туризма? Скорее всего, когда реализуется крупный, хотел еще один момент немаловажный отметить. Ни один крупный туристический проект еще в Осетии не реализован, а мы уже испытываем дефицит и с местами размещения, и с инфраструктурой. Поэтому большое влияние будет иметь, как реализуются крупные наши проекты. Если все пройдет, как было задумано, тогда они просто кратно увеличат поток, соответственно, и пополняемость бюджета будет увеличена, и больше будет хватать и средств, и сил, и на социальные направления развития. Так что будущее за крупными проектами. Не за маленькие. Маленькие — это прекрасно, это хорошо, но это как бы стартапы, которые должны разогнать отрасль внутри субъекта. На самом деле эффект будет за крупными туристическими центрами. Вот в этой туристской такой суете наши местные жители, они найдут для себя место вот в тех же объектах, которые строятся, размещение, они не останутся за границей, за бугром, и смогут ли они потреблять все те же блага туристские, которые вы предоставляете? Как минимум, смогут ли они себе это позволить? Вот финансово просто, Ну, потому что это цены растут. немаловажно. Да. На самом деле очень такой непростой вопрос. Но могу с уверенностью сказать, что работу найдет каждый. Это первое. Второе. Сейчас предпринимаются шаги для того, чтобы формировать кадровый резерв на будущее. У нас есть
и высшие учебные заведения, и СПО, которые направления в этом работают. Сейчас появилась идея создать такие учебные комбинаты, где можно объединить работу непосредственно ательеров, рестораторов с нашими учебными заведениями и на их базе уже привести учебные программы, чтобы они были максимально прикладного характера. То есть человек, который получает образование, он сразу должен входить в работу. Поверьте мне, эта работа будет достойно оплачиваться, потому что удержать людей можно будет только хорошими условиями. Поэтому я уверен, что те, кто будет работать в отрасли, они будут и достаточно зарабатывать, и сами пользоваться теми возможностями, которые дает эта сеть. Они на самом деле, несмотря на нашу небольшую территорию нашей республики, они фактически безграничны, потому что здесь есть туризм и спортивный, здесь есть и познавательный, и культурный, соответственно. Что у нас впереди грядет, да, фестиваль вахтанговский, такого же нигде нет. Это как бы эксклюзив. И поэтому найдется место каждому абсолютно. Что ж, спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста, зовите чаще. Обязательно. Спасибо. Рекорды в республике касаются не только количества гостей, туристов. Настоящий фурор в кинотеатрах произвел выход кинофильма «Семь черных бумаг». Премьера была приурочена к 9 мая, поскольку действие фильма происходит в годы войны. Фильм Анатолия Кольева по одноименной повести Михаила Булгакова идет в 220 кинотеатрах страны, всей России. В Осетии его можно посмотреть в Ардоне, в Алагире, в Моздоке и Владикавказе. Кстати, если изначально в нашем городе в одном из кинотеатров сеансов было всего 3, то сейчас эта цифра достигла 7. Сюжет картины развивается в высокогорном селе Осетии, где не осталось мужчин, они ушли на фронт, и единственные защитники – это мальчишки-сыновья. Главные герои, 2 брата, подговаривают подростка-почтальона спрятать похоронки до конца войны. Вероятно, потому что не хотят прочитать в письмах имя отца. В чем же секрет успеха этой кинокартины, узнала наша съемочная группа у продюсера фильма Аслана Сокурова. Предлагаю послушать. По поводу того, как идет фильм в Осетии, очень приятно удивлены. Большой отклик наблюдаем. Владикавказ, конечно же, лидирует по числу зрителей на наш фильм. Оно и понятно, фильм на осетинском языке, но на 2-м месте у нас по просмотрам, по зрителям это Москва. Но там в целом как бы большой город, и многие осетины или выходцы из Осетии, которые живут в Москве, тоже ходят. И в целом люди, которые любят кино, какие-то авторские фильмы, они ходят. На 3-м месте у нас, мы думали, что будет Питер, культурная столица, но оказалось, что конкретно в нашем случае культурная столица – это Норильск. Норильск по зрителям у нас идет на 3-м месте. По большей части все, кто смотрит, и те, кто попадают на версию осетинскую с русскими субтитрами, они очень сильно советуют смотреть именно эту версию, и мы сами тоже, как создатели, советуем смотреть версию на осетинском языке, потому что там есть русские субтитры, и те, кто даже не понимают осетинский язык, они смогут прочитать то, что не поняли, но при этом зато как бы получат весь спектр эмоций, которые есть у актеров. Успех ли это, я думаю, это рано говорить все равно. Но нам очень приятно, и нас это самих вдохновляет делать что-то еще дальше и конкретно делать здесь, в республике в том числе. Если будут люди продолжать ходить, нас это очень сильно смотивирует дальше делать кино, продолжать в том же духе. Художественный фильм, такой полный метр на осетинском языке. Мы знаем, что здесь давно не делался, но вот и хотели вот сделать, вкладывались. Всем огромное спасибо, все, кто участвовал. Не устану это повторять, всеми горжусь, всей командой, все большие молодцы. Если будет продолжаться спрос и зрители будут ходить, заполнять зал, то, конечно же, фильм будут продлевать. Пришелся по вкусу не только в Осетии, но и зрителю по всей стране. Это плач того. Особенно активно его посещают зрители в Норильске, на Сахалине, что очень приятно, вроде бы так далеко. Мы предлагаем послушать отзыв еще одного зрителя, популярного блогера Суслана Плиева, вашему вниманию прямо сейчас. Очень простое объяснение, почему про этот фильм все говорят, потому что он хороший. Просто качественный продукт,
первый в истории, давайте скажем, первый в истории современного остинского кино, который идет в прокате на таком количестве экранов и умудряется собирать какую-то кассу. К сожалению, это не очень хорошо, наверное, что кино сейчас измеряют сборами. Но другой, более четкой, более понятной и более честной оценки творчества именно в этой индустрии пока не придумано. Этот фильм, я уверен, он соберет кучу наград на разных фестивалях. Я знаю, что его сейчас в Шанхай собираются везти, и, насколько я знаю, его не пустили на Берлинский кинофестиваль. Но это уже не наши проблемы. Достаточно кинофестивалей в мире, где он еще будет звучать. Но то, что люди фактически идут, это называется, несут деньги в кассу за авторское кино, это показатель. Это фильм некоммерческий, то есть в нем нету составляющей блокбастера, хотя он великолепно абсолютно снят. Технически это очень хорошая работа. Это интересная история, ты как будто кусок жизни чей-то так подсматриваешь, и потом еще несколько дней с этим живешь. Вот это основной показатель, для меня, по крайней мере. Если я еще несколько дней думаю про кино, значит, оно меня зацепило. Причем не обязательно я думаю о том, что это хорошее кино. Есть вещи, которые меня раздражают, я тоже про них думаю. Но это же творчество. Вот творчество, если вызывает эмоции, то это хороший продукт. То, что оно снято на остинском языке, это прекрасно, потому что это один из немногих фильмов в российском прокате, снятый не на русском языке. И он понятен. У меня многие друзья, они посмотрели тоже по моей наводке где-то в Иркутске, в Москве, здесь. Они не этнические осетины, но они смотрели на остинском, и они говорят: классно, мы еще хотим посмотреть на русском, но мы и так все поняли, мы смотрели с подстрочным переводом. Ну вот это и есть популяризация культуры. Про что это фильм? Фильм про войну? Да, про войну. Про что этот фильм? Про борьбу? Однозначно. Про сильных людей? Да. Про подлость? Да. Это про жизнь. Ну, еще один такой критерий оценки хорошего кино – это то, что наши с тобой коллеги по второму кругу уже идут смотреть этот фильм. А мы пойдем по первому все-таки. Я заинтригована. Мне кажется, сама тема войны, она трогает каждого. И, наверное, в этом тоже есть определенный секрет успеха. Однозначно. Помимо качественной съемки и всего остального. Что ж, реклама сейчас на канале. Вы не переключайтесь, потому что впереди у нас еще целых 2 блока и встреча с интересными людьми. 40 молодых специалистов Северной Осетии получили по 1 миллиону рублей на улучшение жилищных условий. Среди обладателей субсидий врачи, учителя, деятели культуры. Средства пойдут на оплату первого взноса при приобретении жилья по ипотеке или компенсацию процентной ставки. Реализация мероприятия стала возможной благодаря государственной программе обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Республике Северная Осетия-Алания на 2023-2025 годы. И к вопросу о специалистах еще одна приятная новость. В Северо-Осетинском государственном академическом театре состоялся финал конкурса «Педагог года 2024». В церемонии награждения приняли участие 30 финалистов, лучших в своей специальности из общего числа в 500 участников. В списке гостей мероприятия глава республики Сергей Миняйло, председатель парламента Таймураз Тускаев, председатель общественной палаты Нина Чеплакова и другие почетные гости. Напомним, что 10 конкурсных номинаций, которые ранее проводились как отдельные конкурсы, с этого года по решению правительства республики объединены в один большой конкурс. А решением главы республики был утвержден рекордный призовой фонд конкурса – 4 миллиона рублей. Сегодня в нашей студии чествуем победителя. Им стала Ольга Романова, педагог-психолог школы номер 8. И вместе с Аланой Гагиевой, ректором СОРИПКРО, в нашей студии. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. В первую очередь поздравляем победительницу. Я вас благодарю. Ну как? Педагог и миллионер. Поделитесь эмоциями. Волнительно. Ожидали? Тревожно. Нет, совершенно нет. А после последнего этапа даже засомневалась очень сильно не то, что в абсолютном победителе, а даже в своей номинации. Да вы что? Да. А почему? Это, может быть, близость победы так на вас повлияла? Все может быть. Или природная скромность. Скорее всего. А расскажите про своих коллег, конкурсантов. Вот какое впечатление они оставили
у вас? Заставили сомневаться все. То есть это они все-таки? Это точно они. Их профессионализм заставил меня усомниться, да, в своей победе. Это очень приятные профессионалы своего дела, приятные люди. Я благодарна, что я каждого из них, прикоснулась к каждому из них, пообщалась с каждым из них. И в своей номинации благодарна коллегам за здоровую конкурентную атмосферу, которая царила именно в нашей номинации. А расскажите, пожалуйста, как проходил конкурс, что для вас было самым сложным и что, возможно, вас вот вдохновляло, воодушевляло идти вперед? Конкурс проходил в 3 этапа. В первом этапе было 2 конкурсных испытания, точно так же, как и во втором. Последний, 3-й этап состоял из 1 конкурсного испытания, после чего на сцене мы все узнали имя и победителя в своей номинации, и абсолютного победителя. Вдохновляла, поддерживала на протяжении всего конкурса меня мой руководитель Хатагова Елена Руслановна и моя семья. Они вдохновляли, поддерживали. Благодаря им я дошла и пришла, и сегодня даже пришла, хотя боялась. Нисколько не сомневаемся вот в той силе поддержки, которая была вам оказана вашим и наставником, и вашей семьей, но ваша природная, опять же, скромность, как мы выяснили, наверное, не позволит вам сказать о ваших профессиональных талантах и способностях, которые вас привели к победе. И для этого у нас есть второй гость в студии. Алана, пожалуйста, вам слово. Я, к сожалению, не была членом жюри. В этом году мы приняли решение, что члены оргкомитета не входят в состав жюри, чтобы конкурс был максимально объективным. Поэтому, когда было последнее конкурсное испытание, это панельная дискуссия, и Ольга как раз говорит о том, что они впервые увидели друг друга со всех 10 номинаций. То есть ранее все конкурсные испытания проходили у каждого в своей номинации на своей площадке. А на панельной дискуссии все финалисты встретились друг с другом и увидели на самом деле здоровую конкуренцию во всей системе образования. Поэтому Ольга и говорит, что она стала сомневаться, потому что она увидела людей впервые. И если она знала своих конкурентов в своей номинации, то здесь это люди, с которыми Ольга не встречалась ранее. Поэтому, естественно, была доля сомнения. Но я хочу сказать, что если Ольга здесь, и Ольга победитель, абсолютный победитель, то это уже говорит о том, что Ольга обладает очень качественными профессиональными знаниями, умениями и навыками, достаточными для того, чтобы быть абсолютным победителем в нашем регионе. И еще, если позволите, я смотрю, вы показывали некоторые фрагменты с нашей номинации, было очень, вернее, с церемонии закрытия, было очень интересно наблюдать за эмоциями каждого. Схема была такая, что вызывались 3 призера, и объявлялся победитель в номинации. И когда стоит тройка, и они друг на друга смотрят, и не знают, кого и не знают, да, и никто не знает. Я тоже не знала. Я не знала, кто у нас победитель в какой номинации. И мы сидим на них, смотрим, и объявляется чье-то имя, у кого слезы, у кого растерянность в глазах, у кого очень яркие эмоции и счастье. Это было очень интересно и здорово наблюдать, очень приятно. Как церемония Оскаров. Да. Не меньше. Я так понимаю, что ваш институт, он выступил организатором. Оператором, организатором, да. То есть вопросов было громадье на вас, да? Как вы с этим справлялись? Если честно, было сложно. Работала большая команда. Огромное спасибо, кстати, воспользуюсь прямым эфиром и скажу огромное спасибо всей команде Сурепкро, нашему центру по развитию конкурсного движения. Все девочки огромные, ребята молодцы, все мы сделали. Это было сложно, потому что впервые, как вы знаете, у нас проходит такой большой конкурс «Педагог года». Впервые он объединяет 10 номинаций. Ранее это все были самостоятельные конкурсы. У нас был огромный груз ответственности и перед педагогами, и перед всем педагогическим сообществом, перед системой. Было много вопросов, мы для себя сделали выводы определенные, как мы будем проводить церемонии и сами конкурсные испытания в следующем году. Безусловно, состоится разбор полетов с организационным комитетом. Да, безусловно, это нормально, потому что мы реальная движущая система, это жизнь, и мы можем допустить какие-то ошибки. Самое главное, что мы делаем выводы из этого и принимаем важные управленческие решения. Но в целом мы довольны.
Очень, Про да. груз ответственности пока не забыла. Вот вы сказали, что у вас ответственность перед педагогами, а вот у вас перед кем была основная такая ответственность, которую вы испытывали, которая, возможно, вам и мешала несколько? В профессии перед детьми, безусловно. Мгм. А в А в конкурсе? конкурсном испытании сложно ответить на этот вопрос. Я еще сегодня говорила вашей коллеге, что, как правило, конкурсант испытывает, представляя себя, он представляет образовательную организацию и испытывает очень большое административное давление. В моем случае мне невероятно повезло, потому что давление испытывала Елена Руслановна с моей стороны, потому что после каждого конкурсного испытания я молила ее прекратить. Я боялась не оправдать надежд, ожиданий. Я боялась подвести себя, людей, которые в меня верили, и, конечно же, ее. И ей, я не буду опять говорить слова благодарности. И очень я хочу еще взять слово и поблагодарить организаторов, потому что очень помогли все те, кто были причастны, очень помогли специалисты, которые нас курировали, их поддержка, их желание взаимодействовать с нами 24/7 с тревожными педагогами, которые постоянно задавались вопросами, как это будет, когда будет, где будет. Они никогда не оставили без внимания ни один вопрос и ни одно обращение. Огромное спасибо. Слов благодарности много не бывает. Да, Алана, вот такой вопрос. Много говорится о том, что учитель — это вот, чуть ли не основа развития общества, потому что ребенок начинает формироваться с раннего возраста педагогом, и в дальнейшем закладывается уже фундамент будущего высшего образования и, как следствие, уже кадрового потенциала. А кадры, как известно, решают все. Да. Вот этот конкурс — это часть вот этой работы, большой системной работы по улучшению именно образовательной системы. Вот скажите, какие еще, как вам кажется, требуются меры, решения для того, чтобы учителя, педагоги чувствовали себя комфортно и могли максимально реализовываться в своей профессии? Мы как раз об этом сегодня говорили и говорим на протяжении долгого промежутка времени. Вы знаете, что у нас в республике реализуется проект «Подготовка кадров для системы образования». Частью этого проекта является в том числе и конкурсное движение, но он большой, системный, и он охватывает различные ступени, начиная с вожатской деятельности, педагогических классов, поддержки молодых педагогов, наставничества, студентов педагогических специальностей, и в целом сопровождение всех педагогов на протяжении жизни и педагогической жизни. Этот проект подходит к завершению, у него был определенный цикл с 19 по 24 год, и вот сейчас мы как раз вносим в него коррективы, будем обсуждать с рабочей группой, куда войдут представители управления образования, представители управленческих кадров, педагогов, и мы хотим обсудить и вот ответить на вот эти вопросы, которые вы сегодня задаете. А что нужно еще сделать, чтобы поднять престиж, чтобы повысить качество образования. И мы надеемся, что тот продукт, тот проект, который станет результатом нашего обсуждения, ответит на все эти вопросы, и мы сделаем прорыв. Но, безусловно, это системное сопровождение педагога на каждом его этапе. И это, еще раз повторю, это системная работа на каждом звене, начиная со школьной скамьи и заканчивая уже наставничеством. Потому что это очень важно не упустить определенный этап. Нужно начать взращивать педагога в школе, продолжить его взращивать уже в студенчестве, в вузе, окунуть его в профессию, будучи студентом, захватить его этой профессией, а дальше плавно сопровождать, как это делает Елена со своим психологом на протяжении года совместной работы. И еще хотелось бы сказать, раз уж мы всех благодарим, это прекрасное да, слово. очень приятно смотреть и наблюдать за педагогами, которых сопровождает команда. И, к сожалению, очень грустно, когда педагога бросают в конкурсе и не сопровождают. Такие случаи, к сожалению, тоже есть.
Но приятно, что таких директоров и таких управленцев гораздо больше, чем тех, которые не особо сопровождают. Когда на каждое конкурсное испытание приходит директор, приходит завуч, приходят коллеги и участвуют, поддерживают, что, наверное, было у Ольги, судя по всему, ее директор даже сейчас у нас в студии. Да, Открыли маленький секрет. Открываем секреты здесь. Итак, мы раскрыли секреты конкурса. Директора сопровождают конкурсантов на протяжении всего конкурса. И это очень здорово. Но не все. Не все, А к сожалению. в адрес тех, кто не сопроводил, будет какое-то представление, я не знаю, Конечно, штрафные нет. санкции? Это же все исходит от души, это же все профессионализм в том числе, когда ты не бросаешь своего коллегу, своего сотрудника, сопровождаешь его. Это тоже элементы подготовки кадров. Да? Когда ты не бросаешь человека, а сопровождаешь его. Это же твой кадр, это тот человек, который в вашей образовательной организации, в вашем районе приходит в класс, учит детей. Это Делать очень имя важно. вашей школе. Безусловно, да. Но будем считать, что это было такое устное замечание от вас. Нет, это просто то, на что хотелось бы обратить внимание с точки зрения положительного аспекта, что у нас большая часть наших управленцев сопровождает своих конкурсантов. По поводу приятных цифр, это то, что, по словам Эллы Алибековой, впервые за много лет в школы нашей республики пришли работать 186 молодых педагогов, и это самое большое количество заявлений на получение целевых направлений также. Все верно? Вы смешали две позиции. Ну да, то есть у нас Да. получается и по одному, и по второму Да, фронтам увеличение. идет. увеличение. Да. Так, с Это чем верно. это связано? 186 цифра — это не в школы, а в целом в образовательной организации, потому что там есть и система дополнительного образования, и среднего профессионального, в том числе и мы, Сурепкро, к нам тоже приходят, слава богу, молодые кадры. Но мы надеемся, что это связано с нашей Вашей системной работой. Да, и когда я говорю «мы», я говорю о всей управленческой команде, это уже без шуток, о всей управленческой команде системы образования, потому что во главе с министром мы работаем системно, и все центры системы образования, все управления образования работают как единый механизм. И мы надеемся, что это результаты все-таки нашего труда. И еще, что хотелось бы отметить, это, кстати, очень явно видно даже на транслируемой фотографии, это внимание руководства республики к педагогическому сообществу. В этом году на последнем конкурсном испытании у нас участвовали эксперты, приглашенные члены жюри, это представители всероссийского конкурса «Учитель года», победитель классной темы 23 года Аслан и Настя, извините, с Пятигорска. И они очень сильно удивились, когда увидели такое представительство органа власти на нашей церемонии. Сказали: ничего себе, у вас такое внимание к педагогам, у вас глава вручает награды, у вас председатель парламента вручает благодарности. Они на самом деле были в шоке, в приятном шоке. Это очень важно, когда на уровне правительства, на уровне главы есть такая мощная поддержка. А я-то думала, что на уровне всех регионов такое целеположение правильное. Оказывается, это мы отличились. Здорово. Мы же любим подчеркнуть свою... За родину приятно. Так, и, наверное, финальный вопрос я адресую нашей победительнице. Тем, кто придет после вас, получать награды, показывать свой профессионализм, работать на доброе имя специальности педагог. Что вы им можете посоветовать, пожелать? Наверное, такого же наставника, как у вас, это понятно. Безусловно. А что еще? Надеюсь, всем так повезет. А еще верьте в себя, пробуйте, стремитесь, узнавайте. В общении с новыми людьми вы всегда почерпнете что-то новое. Вы можете перенять опыт у коллег, вы можете просто в общении с ними открыть какую-то масштабную истину для себя. Педагоги — прекрасные люди, у них можно, нужно учиться. Спасибо вам огромное, очень Спасибо. тепло от ваших слов, от нашей беседы сегодняшней. Спасибо. Новых конкурсов и побед. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. И, наверное, еще одна приятная новость — это то, что Ардонская детская школа искусств получит новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура». Школа получит 2 рояля, оркестровые инструменты, а еще необходимое оборудование и учебные пособия по музыкально-теоретическим дисциплинам. Напомним, сейчас школа искусств располагается в 3-этажном здании с рабочими кабинетами, мастерскими и музыкальными классами. А ранее она находилась в районном дворце культуры.
прекрасная новость. И самое время отвестись на рекламу. На этой музыкальной ноте. Да. Но вы не переключайтесь, вы помните, что впереди нас ждет еще одна встреча. Аэроклуб Республиканского ДОСААФ России отметил 90-летний юбилей. Мы пригласили начальника авиационного клуба местного ДОСААФ, чтобы лично поздравить с этой почтенной датой. Здравствуйте. Поздравляем Добрый вас. вечер. Поздравляем. Спасибо большое. А верно ли, что на 9 мая приходится? Да. Здорово. В 1934 году, 9 мая, был сформирован наш... А вам не Кавказ. обидно, что получается, что у вас как такого своего праздника не получается отдельного? Вы как бы 9 мая отмечаете? Нет. Отмечаете. Приятный, вдвойне приятный Да? праздник. И как вы отмечали в этом году? Ну, приехали гости нас поздравить, приехали ветераны. А кто? Расскажите. Ой, ну да всех даже не перечислишь. В основном все, кто в клубе раньше был, там, которые уже по 40 лет Ветераны. отработали. Конечно, кто по 40 лет работали. У меня даже есть те, кто еще с советского времени до сих пор летает у меня. И чемпионы Европы есть у нас. Там Дятлов, Морозов. Они тоже были в гостях. Ну вот, к слову о чемпионах, знаменитая Наталья Ермакова, это 70-е годы, по-моему, да, прошлого Да, века, да. она, ну если не первая, то одна из первых женщин-планеристов, и на ее счету тоже достаточно высокие награды. Ну, она была и командиром звена планерного у нас, да, и летала буквально до 2009-2008 года она еще летала, да. Вот хочется понять, сегодня такие женщины есть в ваших рядах? Конечно, есть. Расскажите про них. Сколько их? Кто они? Ну, если брать чисто планера звено, то, наверное, кандидат в мастера спорта, это, скажем так, наша совесть нашего клуба, это Зарина Багаева. Вот она в 2015 году заняла 3-е место среди женщин в Италии. Вот. Ну, из молодых девчонок Джамиля с Дагестана приехала к нам, у нас начала учиться, сейчас тоже летает. Вот, скоро будет 2-й разряд у нее. То есть девчонки тоже у нас есть. А они в жизни чем занимаются? То есть какая у них основная профессия, скажем так? Или это именно то, чему они посвятили нет, свою конечно. жизнь? Нет, они спортсмены у нас. Спортсмены. Да. А в жизни кто-то занимается какой-то работой. У каждого своя работа есть, конечно. Ну, 90 лет – это немало. Это богатая история, и наш клуб один из таких Старейших клубов. старейших. Да. Всё правильно. Вот скажите, за эти 90 лет что кардинально поменялось, а что осталось неизменным? В чем Ну, вы консерватор? Да. Наверное, дух авиации остался неизменным. А все остальное, ну, конечно, меняется, может, даже не в лучшую сторону, потому что в советское время ДОСААФ это все-таки было, скажем так, как, наверное, и сейчас тоже кузница, да? Кузница летчиков, но- супергероев? Да. Может быть. Я про героев вам тоже добавлю. Дело в том, что в советское время это было все на гособеспечении. А сейчас больше, наверное, коммерция, или как правильно сказать, даже не знаю. Ну, мы сами себя пытаемся как-то вытащить и ремонтировать технику. И также ходим и детей приглашаем. Ну, сейчас немножко сложнее. Даже закупка того же топлива, масла, да, ремонт техники. Это все очень дорого, очень дорого. Если раньше была государственная программа, то есть надо отремонтировать самолет, есть заводы. Сейчас заводы эти тоже действуют у нас, ДОСААФ, да. Но это все очень дорого стоит. А раньше государство это все платило. То есть А платили. спонсоров у вас? Ну, нет, конечно. Нет. Почему, конечно? Ну, все, наверное, многие, наверное, побаиваются авиацию, хотя я не понимаю, почему. Почему Авиация, побаиваются? Ну, не знаю. Действительно. Некоторым это все страшно. Может быть, после я, нашего например, эфира появится я, например, могу обосновать свой страх. Я аэрофоб. Это нормально. Да? Если вы бояться не будете, Спасибо, доктор. я буду за вас бояться. Нет, здесь ничего, конечно, такого страшного нету. Приходят у нас и девчонки, и парни, и прыгают с парашютом, и летают, и просто приезжают прокатиться там на том же плане, на самолете. Ну, как-то Поэтому- последние годы это стало более популярным. Вот вы наблюдаете положительную динамику? Ну, может быть, вот последние года 2-3. Да.
да, наверное. Я по своим знакомым сужу, которые вот частенько, кто и по второму, и по третьему кругу. Для меня это, конечно, страх, но я с уважением и почтением отношусь к такому выбору досуга. Вы сказали такую интересную фразу, что неизменным остался дух авиации. Да. А что это за дух авиации? Что это Понимаете, такое? наверное, кто один раз попробовал, вот он, наверное, это уже не бросит. Вот один раз надо просто попробовать себя перебороть, там с парашютом прыгнуть или полетать на Так, плане. во имя чего? Да-да-да. Во имя Вот чего? что человек Да. получает, когда вот он прыгнул, полетел? Что это за ощущение? А вы попробуйте. Никак не С этого хочет наш начнем. гость отвечать на Нет, вопрос. ну понимаете, я вот скажу так, я с 82 года в самолете сижу, да, ну, я военный летчик сейчас в запасе. И мне не надоедает летать. И я пока, наверное, летаю, я буду жить, пока буду летать, да. И тоже так же буду летать, пока буду жить. Поэтому любой летчик, кто, наверное, летал или планерист, неважно, по-моему, через 2, через 30 лет он все равно захочет полететь. Поэтому дух остается, конечно. И вот кто занимается парашютным спортом, у нас очень хорошая сейчас команда. У меня летный состав подготовлен, вот кто постоянный состав, да, все летчики 1-2 класса, мастера спорта. Вот, парашютное звено у меня тоже все подготовлены, инструктора у меня очень такие с большим опытом, у кого по 1000 прыжков, у кого больше и так далее. Если мы начали говорить о героях, Да. вот наш клуб воспитал 17 героев Советского Союза, да? Ну, подтвержденных, скажем так, 10, сейчас по остальным идет уже проверка, но 10 подтвержденных. Из них один герой России, это бывший наш парашютист, потом стал десантником в Афгане, за Афганистан получил звезду героя, через 35 лет, все-таки, мы расслышали года 3 назад, по телевизору получил герой России. Это за Афганистан. Через 35 лет звезда нашла героя. Но это тоже наш воспитанник, скажем так. А давайте вы назовете вот такие знаковые фамилии, Которыми которые- гордится. ваш клуб, да. Всех, Их очень много? конечно, очень много. Если вам надо приехать ко мне, у меня музей есть, да, вам надо Все приехать дороги ко мне, и ведут на в месте, Досу. да, на месте я вам все расскажу и покажу. Вот сейчас, вот, например, сейчас даже у старшего поколения спроси, кто первый летчик Северной Осетии, да, мало кто скажет. Но тем не менее, первый летчик Северной Осетии Артем Кацан, он же является первым инструктором, методистом нашего аэроклуба с 9 мая 1934 года. Когда мы говорим, что наш клуб старейший, на самом деле мы старейший как клуб, да, там 9 мая 1934 года. Есть клубы, которые на полгода старше нас, но как школа был образован в 1927 году. Там были авиамоделисты, там вот и планеристы были. Потом это уже был как клуб, именно летали на По-2. Вот, скажем так, вот я закончил Харьковское летное училище, да, по профилю истребительно-тактической авиации, то есть мы готовили истребители. Вот до начала войны наше училище выпустило 2500 летчиков-истребителей. А вот наш клуб Северо-Осетинский выпустил более 4000 летчиков и техников. И вот на базе нашего клуба был создан второй истребительный полк, вот, который прошел весь фронт. Если мы говорим о парашютном звене, оно у нас образовалось, как стало постоянно работать с 1968 года. Но в 1941 году в Владикавказе, или то Орджоникидзе, да, готовили, была парашютная подготовка для заброса десантников в тыл врага, то есть специалистов. Об этом мало кто знает, потому что их секретили, но тем не менее они готовились здесь у нас, в нашем клубе. Ну, скажем так, вот на душу населения Северная Осетия воспитала, наверное, больше летчиков, чем любая, наверное, другая национальность. Вот как погибших у нас, да, как герои Союза, точно так же и летчиков у нас очень много. Вот сейчас, например, 3 наших воспитанника вот за последние 5 лет, за крайние, последние, наверное, неправильно будет сказано. за Это крайние. в вашем случае? Такая вот у летчика, да? Да, Как раз да. летчикам Правильно. можно. За крайние 5 лет вот у нас 3 воспитанника. Одна девочка закончила Краснодарское военное училище. Сейчас она летает в транспортной авиации, уже лейтенант. Другой лейтенант у нас попал в дальнюю авиацию, тоже закончил. Были они у нас здесь курсантами. Она была парашютистка, а вот 2, скажем так, чермена. Их оба чермена зовут. Я говорю, на черменов нужно побольше набирать, потому что и один с отличием у нас закончил, и также и училище они с отличием оба закончили. Один сейчас в истребительной авиации, а один вот
в дальней авиации. Это прям название для какой-то героической повести. Два Чермена. Ну, если даже вот сейчас говорить о нашем клубе, да, то вот на сегодняшний день вот у нас были соревнования в прошлом году, вот в этом году российские соревнования по парашютному спорту. У нас постоянно проходят сборы, как планеристов, так вот и парашютистов. Позапрошлый год был такой для нас, наверное, тяжелый, потому что не было техники. Потому что ремонт, техника вся, сами понимаете, еще советского времени. И вот особенно такие самолеты, как буксировщики, как Ан-2, да, они очень дорого стоят в ремонте. Сейчас мы получили новый самолет с завода, поэтому уже вот месяц, как мы начинаем плавненько входить в свою струю и будем работать уже. Сейчас надеюсь, что у нас Суворовское училище будет у нас прыгать. Да, вот, кстати, какая работа ведется с молодым поколением подрастающим? Потому что популярность вашего клуба, она в конечном счете зависит от того, как вы наладите вот с юными будущими пилотами вот эту связь, привьете любовь к небу. Конечно, конечно. Я всегда вот приглашаю школу, наверное, ну, я не знаю, наверное, у нас, по крайней мере, в нашем городе, мне, наверное, директора школ, по крайней мере, кто хотя бы лет 10 в школе работает, должен меня знать. Потому что я всегда приглашаю детей, особенно когда у меня день авиации, это 3 воскресенья августа. Кстати, в вашу программу я обязательно приглашу. Ждем. Приезжайте, да, у нас слове. прилетают гости, у нас всякие пилотажные группы бывают, у нас парашютные прыжки бывают с флагами и так далее, и так далее. Поэтому бывает очень интересно. Детей я всегда приглашаю. У нас ну, сейчас просто, наверное, времени не хватит рассказывать, чем мы занимаемся. Вот мы, например, сделали вместе с московскими клубами, с Министерством обороны, мы сделали бессмертную эскадрилью. Вот как вот бессмертный полк, у нас сделали бессмертную эскадрилью. Вот наши дети с нашей республики, мы их отправляли в Москву, они там заняли, поехали, 3-е место заняли, там у них авиадарс им показывали, танковый биатлон. Ребята вот 14, там 12 лет, они поехали первый раз. Мои друзья их встретили там. Ну, здорово было. А скажите, вот в чем нуждается клуб? Что ему необходимо? Знаете как, ну, это, наверное, не только наш клуб. Многие клубы так в этом нуждаются. Ну, государственная поддержка, особенно финансирование. Вот именно финансирование в плане по ремонту техники, по закупке спасательных парашютов, парашютов для первоначального обучения и так далее. Это если будет программа, сейчас вроде все идет к этому, то, что вот СВО проходит, хотят обратить внимание вот именно на ДОСААФ. Вот вы, наверное, знаете, вот наш председатель регионального отделения ДОСААФ России Борис Кантемиров, вот он очень много делает именно по вот подготовке, не только по подготовке, вот помощи вот для СВО, да, ребят готовит там по стрелковому делу. Также вот у них сейчас соревнования прошли, победителям их наградили, там полет на планере, прыжок с парашютом. Делается много, но для всего этого нужно финансирование. То есть, скажем так, один в поле не воин, да? Вот если брать другие республики, им помогает, республика помогает в полном объеме. У нас немножко не так. Ну, это, наверное, и жалко, вот что старейший клуб, а внимания мало обращает. Ну, не зря вы сегодня пришли к нам в эфир. Будем надеяться, что это будет такой поворотный момент. Хотелось бы, да, хотелось бы, вот, и пользуясь случаем, я приглашаю всех к нам на наш аэродром, попрыгать, полетать, просто пофотографироваться. И почувствовать этот дух авиации. Да, вот именно вкус авиации, вот этот воздух. Дождемся солнечной погоды, более ясной. Я думаю, что отбоя от гостей у вас не будет. Дай бог, чтобы так было. Ну, +2 уже есть. Да, мы будем только рады вас видеть. Будем лечить тебя от аэрофобии. Обязательно, я согласна. Спасибо Спасибо еще раз вас с юбилеем. Поздравляем вас с юбилеем. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, наше эфирное время подошло к концу. Благодарим вас за внимание. Желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Увидимся совсем скоро. До свидания.